Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствую вас всех. Сегодня 16 декабря 2023 года. Я хочу напомнить две даты. Это 94 год и 99 год. В 94 году Ельцин навязывает войну чеченцам. А вот в 99 году уже к власти приходит Путин. И он приходит на крови чеченского народа. И расскажу коротко, как все это происходило. Российские оккупанты сначала наносили артиллерийские и бомбовые удары по населенным пунктам. Затем, после этого, заходили в эти населенные пункты, убивали людей, мирных жителей. Или же потом, если попадались в руки молодые парни, то их забирали. Вот представим такую картину. Когда российские оккупанты забирали вот этих чеченских парней, то за этими военными машинами бежали чеченские матери. Они плакали. Они были в шоке. Они не знали, что сделать. И вот чеченские матери плачут и по сегодняшний день. Да, мы все помним, когда Путин, там, российские чиновники и всякие ушлепки в виде такого Кадырова, скажем, они громко заявляли, что вот война закончена, Кадыров принес мир на территорию Чечни. Были такие громкие заявления, что вот республика отстроена и так далее и тому подобное. Да, в некоторых частях город очень красивый, Грозный, но вот эта вся красота, вот эти здания, вот эти высотки, все это для Кадырова. То есть лично для него и его родственников, там, его близких, для этих кадыровцев, этих предателей чеченского народа. Я не буду сейчас пересказывать, как живет Кадыров, смотреть его кошелек и так далее и тому подобное. Нет. Для меня сегодня очень важно это донести правду тем чеченцам, которые забылись, и которые даже не видели, и которые не помнят, что происходило у нас в прошлом. Чеченцев убивали через каждые 50 лет. То убивали, то выселяли насильственно на чужие земли. И это все делала Россия. Она нас убивала всегда. Не Украина, куда сейчас отправляются чеченцы воевать против украинцев. Украина никогда не нападала на нас, украинцы никогда не убивали нас. На наши головы, на наши населенные пункты всегда падали российские бомбы и снаряды. Российские шевроны были у российских оккупантов, и они убивали вот чеченцев. И этот ушлепок сегодня служит Путину, то есть убийца чеченского народа. Мы напоминаем тем нашим собратьям, землякам, что это не наша война. Мы никак не должны поддерживать Россию. Мы такого права не имеем. Хотя там Кадыров, его там муфтият, вот это все сборище громко заявляет, что вот это джихад, что это обязательно воевать против Украины и там отстаивать интересы России. Хотя это не интересы России, а это интересы Путина и этой верхушки. Это не джихад. Джихад – это в переводе вот священная война. Священные войны вели все народы, скажем так. Это когда ты противостоишь, сопротивляешься против оккупанта. Вот тогда эта война для тебя священна. И эта война священная вот была для нас, когда российские оккупанты вторгались на нашу землю. А не тогда, когда ты встаешь на сторону России и идешь куда-то воевать. Это позор, это прямая дорога в ад. Так что по этой дороге, по этой тропинке Кадырову и этим другим, которые самовольно пошли туда воевать, должны пойти и пойдут в ад. Я так считаю. Потому что ни один человек, нормальный человек, не должен становиться рядом с тем, кто тебя убивал. Веками, 400 лет.
Сегодня, раз уж для Кадырова это джихад, как он это говорит, то он должен, как глава республики, стать спереди и повести за собой вот своих кадыровцев. Он никогда этого не сделает. Он побоится это сделать. Ему легче сегодня поехать в Дубай или куда-то в горы, мясо покушать, плов покушать. Вот что он умеет делать. Поэтому он так и разошелся, уже скоро разойдется по швам. Вот. Это Кадыров, это то существо, на которое мы на самом-то деле не должны обращать внимание. Он из себя ничто не представляет. Не надо его и раздувать тоже. Вот. Что сейчас для нас важно, это чтобы чеченцы не ездили куда-либо, на какую-то войну. Мы не в том состоянии, что мы можем ехать куда-то воевать. Абсолютно нам не нужны войны. Мы прошли через все ужасы этой войны. 2 войны. За эти 2 войны убито более 300 тысяч мирных жителей. Из них около 45 тысяч это дети, чеченские дети. Это одно. И по поводу священной войны. Священную войну вели наши герои чеченского народа. Это герои, которые воевали против русских оккупантов, которые мстили, и мстили жестко этим оккупантам за убийство мирных жителей, наших братьев и сестер. Вот это был джихад, это была священная война. Если была бы моя воля, не знаю, такая возможность, я бы сегодня взял бы свой народ, вывез бы на какое-то короткое время из республики, чтобы сохранить его, чтобы эти предатели чеченского народа не трогали их, не домогались до них, чтобы их куда-то не отправляли, и потом оставить этих кадыровцев, этих предателей там на какое-то время, чтобы они этот джихад, про который они говорят, делали между собой. Между собой. Они бы сожрали друг друга. Они привыкли к этому. Они больше ничего не умеют. Они даже не умеют разговаривать. Они похожи на какое-то стадо. На стадо. Мне жаль этих парней, которых насильственно отправляют куда-то воевать. Я сейчас, в Европе, и даже здесь, в Европе, когда идешь по улице, я встречался, видел много чеченских парней, которые приехали из республики, бежали оттуда. Они бросили все, продали все, что возможно, чтобы выехать оттуда. И я рад видеть наших парней, которые смогли выехать оттуда. Вот до чего довели людей. Вот до чего довели эти Кадыровы и всякие ушлепки наш чеченский народ. Мы, конечно же, делаем все возможное, чтобы давать советы здесь, что делать, как делать. И, как я сказал, рады видеть своих братьев здесь, что они смогли уехать, что они понимают, что это война, которую Путин развязал в Украине, что это не наша война, и что они не хотят участвовать в этой преступной войне. А Кадыров, пускай занимается тем, чем он занимается всегда, то есть с всякими трусливыми деяниями. Самый смешной его поступок был, когда он вешал какие-то значки на своего шлепка, отпрыска, на его сына. Знаете, по нашим обычаям, по чеченским обычаям и менталитету, ты даже будучи даже отцом, ты не должен так показывать свою любовь или свои чувства к своим сыновьям и дочерям перед людьми. У нас это не принято. А у него
То есть все это дозволено. Я раньше в видео говорил, что Кадыров не чеченец. Не чеченец. Его где-то когда-то приютили, подобрали, и вот выросло из него такое вот трусливое животное. Ничего, всему свое время. Народ переживет и Путина, и этого ушлепка Кадырова, и им прямая дорога в ад. Как вы знаете, Путин объявил мобилизацию, которая по сегодняшний день не прекратилась на самом деле. Они могут там говорить, что вот нет никакой мобилизации, она будет. И все это будет продолжаться, пока есть Путин и его окружение. Все зависит от них. Им нужна эта война, им нужна вот эта мобилизация. Они вот так будут гробить русских и другие народы. Вот. Мобилизация чеченцев. Вот, к примеру, такая картина. Покажу вам видео. Это сегодняшняя реальность. Что происходит сегодня на чеченской земле? Мобилизация не остановлена. Вот, к примеру, вот эту молодежь забирают в Украину. И там стоят, вокруг этой машины стоят чеченские матери. Они плачут, как тогда плакали, когда убивали вот, российские оккупанты, бомбили, наносили бомбовые ракетные удары. Когда убивали чеченцев во время зачисток, плакали чеченские матери тогда, плачут и сегодня. Посмотрите, вот одна мать из них говорит, что ее 18-летний сын был вызван для 10-минутного разговора, и даже сказали, что они потом его вернут. На самом деле не вернули, а вот обманули вот этих простых людей, матерей, родителей. И сейчас вот эту молодежь отправляет в Украину. Вот таким образом в Украину отправляются чеченские парни. Обманом, угрозами разными там. И да, есть такие среди них такая часть, которая идет по своей воле. Это маленькая часть, небольшая часть. Это та часть, которая действительно поддерживает Кадырова. И мы их называем предателями чеченского народа, которые сегодня там готовы защищать интересы России, то есть государства, которое всегда убивало чеченцев.